Всемирные игры кочевников могут стать нашим брендом, считает Алтынбек Максутов. Грандиозное мероприятие охватывает также сферу спорта, туризма и культуры. Это очень большая гордость для нас. Эльнура Молдокадырова, Алтынхан Бабаев, Общественный, Первый канал. Кыргызско-российский фонд развития с уставным капиталом в 500 миллионов – это как раз одна из преференций, на которой настаивал Кыргызстан. Соглашение о создании фонда развития подписали заместители министра финансов Кыргызстана и России Мирлан Байгончоков и Сергей Старчак. Глава государства подчеркнул, что средства фонда должны быть использованы для реализации конкретных проектов в различных отраслях, которые пойдут на пользу и Кыргызстану, и России. Президент отметил, что в приоритете должны быть проекты в сфере логистики, швейной и перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства и ипотечного кредитования. Сегодня стартует программа финансирования малого и среднего бизнеса от Российско-Кыргызского фонда развития. Об этом сообщила председатель правления фонда Нурсула Ахметова. Саламатсызбы. Сизди кемде долбор? Швея, кийим тигин. Жакшы. Жаккан ишкан. А сизчи? Мен Кайыл Чарба. Мал. Ооба. Малдар бизнес көбөйтөм. Урмату Сатарову, владельцу небольшого предприятия по производству полуфабрикатов. Сегодня состоялось вручение сертификата первому заемщику. Сегодня фонд подписал с этой компанией кредитный договор по прямому финансированию. Снижена процентная ставка, увеличен срок. Несколько фермерских хозяйств в Сокольской области поддержал Российско-Кыргызский фонд развития. И теперь к следующим новостям. Нестабильная общественно-политическая ситуация стала причиной заморозки донорами реализации проектов. Так, о приостановке прямого финансирования объявил Российско-Кыргызский фонд развития. Об этом сообщает пресс-служба РКФР. Элибиздин биримдигин жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн, коопсуздугун сактоого ант беремин. Новый президент Кыргызстана на этой неделе тоже прилетал в Россию впервые в новом статусе. Между нашими странами выстроились очень не просто теплые и тесные отношения, это отношения союзнические. Заместитель председателя Кабинета министров Артем Новиков переназначен на должность главы правления Российско-Кыргызского фонда развития. С 1 июля Российско-Кыргызский фонд развития возобновляет деятельность по финансированию проектов. Решение принято по итогам встречи председателя правления РКФР Артема Новикова с председателем Совета фонда Тимуром Максимовым в Москве. Оно является следствием договоренностей, достигнутых в ходе переговоров между президентами Кыргызстана Садыром Джапаровым и России Владимиром Путиным. Сегодня фонд фактически становится одним из главных помощников Кабинета министров Кыргызской Республики. При этом только за последние 3 года объем инвестиций в экономику превысил больше 300 миллионов долларов США или 42% от всего проинвестированного капитала фонда. Сегодня мы можем с гордостью заявить, что уверенно движемся к реализации межправительственной программы экономического сотрудничества Кыргызстана и России на 2022-2026 годы. Важнейшим механизмом в этом процессе является Российско-Кыргызский фонд развития. Экономикалык шарттарды түзүүгө болгон иш-аракетибиз оңунан чыгып, бир катар олуттуу тармактар боюнча иштерди ийгиликтүү баштаганбыз. Азыр биздин экономикалык абалыбыз кыйла жакшырып калды десек болот.
За 10 лет работы Российско-Кыргызского фонда развития профинансировано свыше 3500 проектов на общую сумму 760 миллионов. Выручка предприятий фонда за 2023 год составил 1,4 миллиарда долларов, а совокупный объем экспорта заемщиков составил 205 миллионов. Создано 31 500 рабочих мест. Это достижение – лишь начало большого пути. Мы продолжаем расширять горизонты и открывать новые возможности. Российско-Кыргызский фонд развития. 10 лет успеха.